путешествие по городам и весям республики. Традиционно мы знакомим вас с районами Татарстана, каждый из которых неизменно обладает своей изюминкой. И, как правило, изюминка эта отражена на районной символике, на гербе и флаге. Вот такой герб. Чей он? Ну, можно, в принципе, догадаться. Или попытаться значительно сузить масштаб поисков. Ну, во-первых, солнце. Солнце – это атрибут территории, который лежит где-то на востоке или на юго-востоке. В общем, символ того, что солнце жители встречают первыми. Вот уже кое-что. Во-вторых, вот этот татарский орнамент. Значит, в районе преимущественно живут татары. Ну и в-третьих, птичка – жаворонок. Это явный намек снова на рассвет, на пробуждение, но и на что-то еще связанное с музыкой, пением. Итак, татарский район, который лежит на юго-востоке республики, как-то связанный с музыкой. Мы почти разгадали этот ребус. Еще один маленький нюанс. Заметьте, нет черного цвета на гербе. Указание на нефть. Значит, не самый нефтяной район юго-востока. Ну, тут уже вариантов вообще не остается. Он такой один. Пока казанцы еще нежатся в теплой постели, косари Ютазинского района встречают восход солнца. Одними из первых в Татарстане под заразительное пение жаворонка. А пока, например, челнинцы еще только открывают глаза, наш косарь уже вытирает трудовой пот со лба. Поработал, можно и позавтракать. Один из самых молодых и один из самых небольших по территории Ютазинский район расположен на юго-востоке Татарстана. Граничит с Башкортостаном, где, как известно, время от московского отличается на 2 часа. Мы уже говорили о ранних пташках, ютазинцах. А вот и наглядное подтверждение тому на гербе района. Жаворонок. Эту птицу не встретишь в лесах. Она житель лугов и степей, гор и полей. Жаворонок – ранняя пташка. Задает тон будням всего района. Работать здесь начинают с восходом солнца, поэтому даже официальные конторы открываются раньше, чем, к примеру, в Казани, часа на 2. Первый мы встаем в Республику Татарстан, самые ранние всходы солнца. Вот, и поэтому жаворонок как бы спутником нашей жизни является. У нас все заводы, предприятия, рабочий день начинается с 7 утра, не 8. Утренняя птица, она мирная, не хищная. Вот это все, значит, является главным символом нашего района. Жаворонок исполняет свои трели в вышине. Пение слышно по всей округе, но вот увидеть жаворонка можно при большом старании и остром зрении. Такая вот скромная, неяркая, неприметная птаха. Потому, говорят, жаворонок – точный символ Ютазинского района. Люди здесь уж очень скромные. Работают с охотой, а вот об успехах кричать не привыкли. На гербе района жаворонок изображен на зеленом поле, что тоже неспроста. Известно, например, что птица это местом обитания выбирает обработанные поля, особенно охотно гнездится в хлебах. А зеленый цвет традиционно символизирует земледелие. Поэтому зелень в гербе района преобладает, как дань уважения к труду местных земледельцев. А они в Ютазах не только хлеб выращивают, но и, к примеру, настоящий кумыс делают. Но вот где еще в республике можно такой кумыс попробовать? Из молока кобылы, которая пасется на холмах, покрытых ковылем. Так это место и называют – Кумыстау, Кумысная гора. Образ жаворонка, по-татарски Тургая, в Ютазинском районе можно увидеть часто. И родник так назвали, и местные танцоры облюбовали этот образ. Узорный купол на ютазинском гербе напоминает татарские орнаменты и подчеркивает любовь и уважение к традициям. Здесь их чтят и передают из поколения в поколение. Земляков своих почитают особо. Жили, например, в районе такие духовные деятели и меценаты Губайду, успешные бизнесмены, как сказали бы сегодня. Они, в отличие от современных предпринимателей, содержали за свой счет учебное заведение, где училось около 500 шакирдов. Кстати, когда Екатерина II разрешила мусульманам строить каменные мечети, первая была построена в Казани, а вторая – в селе Байряка Ютазинского района. Это было в 1803 году. И Губайдулла Хазрат впоследствии построил
медресе. Это медресе по его имени назвали медресе Губайдия. Они вели большую общественную работу. Значит, известно, что Масуд Хазрат открыл здесь даже русско-татарскую школу. И открыл он специальную школу для девочек, женскую школу. Это было очень большое достижение к тому времени. Один из представителей рода Губайдулиных, Масгуд, в 1921 году был предложен даже на должность муфтия Центрального духовного управления мусульман в Уфе. Самый известный представитель Губайдулиных сегодня – композитор с мировым именем Софья Губайдулина, внучка того самого Масгуда Губайдулина. Хотя Софья не родилась в Ютазинском районе, жители считают ее своей. Да и одно из первых произведений Софьи Губайдулиной называлось «Жаворонок». Это люди, которые много сделали для развития нашего региона. Считаю и хочу быть уверенным в этом, что в творчестве Софьи Губайдулиной ее корни сыграли не последнюю роль. Район называется Ютазинским, а районный центр – поселок Уруссу. Название селения Ютаза происходит от слова «юта», так горную реку местные жители. Район впервые был образован в 1935 году и просуществовал 28 лет. Затем он был присоединен сначала к Булминскому, затем к Бавлинскому району. В 1991 году район снова получил самостоятельность, и тогда его столицей стал более развитый поселок Уруссу. То есть, по идее, и район должен был бы стать Урусинским, но чтобы история ютазинского периода не была забыта, принято было решение оставить прежнее название – Ютазинский район. У нас в район очень почтительно, я говорю, относятся к истории. Мы гордимся своей историей, потому что в развитии нашего района каждый этап как бы повлиял. Вернемся к гербу. Золотое солнце – символ жизни, энергии и тепла. Урусинская ГРЭС дала поселку тепло, многочисленным предприятиям электроэнергию. Для района, понятное дело, это предприятие стратегически важное, да и в республике на особом счету. ГРЭС в Урусу была построена не случайно, она обеспечивает электроэнергией нефть- и газодобывающие предприятия Башкортостана и Татарстана. И именно благодаря местной электростанции Ютазинский район можно смело называть не просто аграрным, а еще и промышленным. Таким количеством крупных предприятий могут похвастаться только большие города. Солнцем для нашего поселка, я считаю, что является Урусинская ГРЭС, которая дала жизнь нашему поселку и нашим предприятиям, которые расположены рядом с нами. Такой небольшой район с набором вот такого диверсифицированного экономического потенциала, я считаю, что таких районов очень немного. Лазурный цвет на гербе района символизирует истину, честь и добродетель. И еще это река Ик, та самая, которую шутя называют самой широкой рекой мира из-за разницы по времени в Татарстане и Башкортостане. Путь от берега к берегу даже на самом быстром транспорте занимает ровно 2 часа в любом случае. Серебро герба – символ совершенства, благородства и взаимопонимания. Богат район не только природой, но и людьми. Здесь живут представители многих национальностей. Например, сюда были переселены и поволжские немцы. И все это оставило отпечаток на поселке. Можно ли в каком другом маленьком райцентре увидеть такую любовь местных жителей к велосипедам? Да и редко где можно увидеть дома с такой архитектурой. Зуфар Давлетшин, Рамис Латыпов, Михаил Кусов, Лина Гараева. 7 дней. На сегодня это все. Мы продолжим.